Уже в следующий понедельник, 26 апреля, по всей стране стартует народное голосование по программе формирования комфортной городской среды. Люди будут выбирать те объекты, которые будут благоустроены в будущем году. Проголосовать за территорию сможет каждый гражданин России старше 14 лет. Я нахожусь в замечательном парке микрорайона «Строитель» города Сыктывкара. Тут есть пешеходные и велосипедные дорожки, зона для отдыха детей, место для выгула собак, спортивная и детская площадка. А ведь буквально несколько лет назад в этом месте был просто лес, который трудно проходим и в котором отдыхать было совсем некомфортно. Все поменялось благодаря проекту формирования комфортной городской среды и желанию людей изменить свою территорию к лучшему, сделать ее современной и уютной. Теперь каждый из вас имеет уникальную возможность преобразить свою территорию. Для этого достаточно принять участие во всероссийском онлайн-голосовании. В Коми оно пройдет по 48 объектам на территориях 7 муниципалитетов Сыктывкара, Устинска, Инты, Воркуты, Печоры, Сосногорска и Ухты. Градоначальник последний также призвал горожан принять участие в голосовании. Мы уже несколько лет участвуем в федеральной программе «Комфортная среда», где за счет средств Российской Федерации и Республики Коми мы ремонтируем дворовые территории и общественные территории. 26 апреля по 30 мая будет запущена платформа для голосования по выбору общественной территории для ремонта в 2022 году. Большая просьба ко всем принять участие в этом голосовании. В этом году впервые проголосовать можно будет только в онлайн-формате через единую платформу. Всем, у кого с этим возникнут трудности, помогут волонтеры. Добровольцев набирали с конца февраля до конца марта. Вообще основными функциями волонтеров на голосование это будет информирование граждан о том, какие есть объекты у нас для реконструкции и помощь в голосовании в приложении. То есть мы будем стоять на точках, у нас будут аккаунты, на которых мы сможем помогать гражданам в голосовании, которые не смогут сами проголосовать в приложении. По результатам голосования будут отобраны не менее 23 объектов, которые будут благоустроены в 2022 году. Остальные территории можно будет снова выдвинуть на голосование уже в будущем году.